Работа у нас как часы, как так гладко идет, потому что мы дружно вот работаем. Только за день Комета Акмурзаева отшивает до 450 таких изделий. На швейном предприятии работает уже более 2 лет. Закреплена за брючным конвейером. Делится, работа на предприятии максимально налажена. И поэтому только в радость. Меня вот эта машинка даже успокаивает. Не то, что она... Когда устаю даже, мне кажется, без машинки я как-то вот не обхожусь и дома. Швейная фабрика отшивает очередной крупный заказ – спецодежда для известной российской нефтяной компании. За 2023 год предприятие повысило качество пошива и увеличило объем производства. Именно вот эти вот изделия мы отшиваем на сегодняшний день в год где-то 80-90 тысяч в среднем отшиваем. Ну, по сравнению с прошлыми годами где-то у нас повысилось производство где-то процентов на 20. Мы меньше отшивали, сейчас вот более профессиональные стали у нас швеи, поэтому они уже лучше работают, отшивают по большему количеству. В работе предприятия задействовано 2 конвейера. На одном проходит заготовка изделий, на втором их соединяют. Далее отправляют на чистку, а в конечном итоге изделие попадает в контрольный отдел и на упаковку, где в случае некачественного пошива продукцию возвращают на доработку. Только за год швейное объединение «4 Бра» отшивает десятки крупных заказов от компаний страны. Для качественного и своевременного исполнения заказов на предприятии созданы все условия. Рабочие шьют на современных и удобных машинках. Немного приложить усилий, и строчка получается максимально ровной даже у новичков. Правда, моя на этот раз получилась не совсем ровной. Также в первый год реанимации фабрики здесь полностью обновили освещение. Так рабочим только за месяц удается отшивать около 7 тысяч экземпляров одежды. Даже если никаких познаний в швейном деле нет, здесь не страшно. На фабрике готовы обучать с нуля. Для этого отведены отдельные линии и иностранные наставники. У Самиры сегодня первый день обучения. 1 santimden böyle dikiyor burayı. 1 сантиметр оставляешь, как вот так шьешь. Bu kadar. Понял? Теперь. Как видно, проблем нет ни с обучением, ни с переводом. Все доступно и понятно. Обучение новых сотрудников проводят опытные технологи, которые десятки лет работали на крупных турецких предприятиях. Каждому индивидуальный подход, а работу распределяют так, чтобы все справились с поставленной задачей. Makineleri oturtuyoruz. Новичков мы сразу сажаем за машинку. Бывает, что мы обучаем в течение 1 дня и переводим на конвейер. Но бывает, что кому-то швейное дело дается сложнее и приходится обучаться несколько дней. Все зависит от самих людей. Новые сотрудники начинают деятельность на предприятии самых простых операций и постепенно переходят к сложным изделиям. Çalıştığımız operasyonları veriyoruz onlara. Рабочий график на предприятии с 9 до 18 часов. Для работников предусмотрен корпоративный транспорт, молельные комнаты, бесплатный обед, 2 полдника, оформление по Трудовому кодексу. Лида Чесыгова рассказывает, что за годы своей трудовой деятельности проработала в различных направлениях, но таких условий еще нигде не было, при том, что работа не тяжелая. Это очень удобно. Отвоз-привоз, налаженная транспортная обстановка тоже хорошо налаженная. Плюс ко всему еще подаются горячие бесплатные обеды. Однако, несмотря на созданные условия, на предприятии все еще не хватает рабочих рук. Фабрика может обеспечить рабочими местами более 1000 человек, но здесь трудится только около 200 сотрудников. Среди них и жители соседних регионов. Желающих сотрудничать с 4 Бра много, но шить некому. Не успеваем просто делать те заказы, которые нам поступают. На данный момент сейчас ведем набор. Они, во-первых, получают профессию. Даже в любой момент, когда вот они от нас когда уйдут, даже у них будет уже профессия, и они могут устроиться где-нибудь швеями, еще где-то, кто-то технологом, кто-то, например, раскройщиком. Мы всему этому обучаем людей. Швейная фабрика была реанимирована в декабре 2020 года. Благодаря качественной организованной работе за относительно короткое время предприятие зарекомендовало себя как ответственный исполнитель на российском и зарубежных рынках. Сегодня швейное объединение может отшивать все виды одежды, а ее достижения благоприятно сказываются на экономике региона. Диана Дударова, Магомед Дарсигов, Магаз 24.